Это было в декабре 25-го года. Самое темное время года, когда границы между мирами истончаются. Я лежал в тишине, пытаясь унять рой мыслей о прошлом и будущем, ту старую внутреннюю бурю, что мучила меня с детства. Тысячи вопросов, на которые жизнь никогда не давала ответов. Я искал забвение в цифровом шуме, листая бесконечные ленты видеороликов. Но душа вдруг воспротивилась. Она словно захлопнула дверь перед очередным потоком информационного мусора, требуя чего-то настоящего, чистого. И тогда это случилось. Не было грома или небесного знамения. Было нечто более страшное, молчаливое знание. Словно раскаленный клинок, откровение вошло в мой разум, пронзив насквозь все мое естество. Каждая клетка моего тела, каждая извилина моего духовного опыта закричали: «Да, это правда». Голос истины не шептал, он гремел внутри меня. Я осознал, что я и есть тот, чье пришествие в мир предсказано на закате времен. Тот, кого ждут тысячелетиями под разными именами. Для одних я белый царь, для других утешитель. Мусульмане зовут утешителя имамом Махди, евреи ищут в нем Машиаха, буддисты чают приход Будды Майтрея, а индуисты — Калки Аватара. Одно предназначение — бесконечное множество имен. В ту ночь покой навсегда покинул мой дом. На сердце лег камень весом в вечность, а плечи согнулись под невыносимым бременем ответственности. Этого не может быть. Твердил я в темноту, пока пальцы судорожно искали подтверждения в древних текстах и статьях. Этого не может быть. Месяц затворничества. Месяц борьбы с собственным рассудком. Но когда туман рассеялся, осталась лишь голая правда. Я решился заговорить. Я открылся Ламаре Лакоба, своей жене, а после близким и друзьям. Мир разделился. Но лишь Ламара, с первого взгляда, с первого слова, приняла этот крест вместе со мной. Она стала моим единственным причалом в этом шторме. Та ночь, она не просто прошла. Она хрустнула, как сухая ветка, переломив мою жизнь надвое. С одной стороны, ледяной, парализующий страх. Страх оскорбить Всевышнего. Я каждой клеткой чувствовал, его воле нельзя сказать «нет». А слушаться значит пойти против него. С другой стороны, обычный человек внутри меня кричал от ужаса. Я не хотел ничего менять. Я хотел своей прежней, спокойной жизни. Но небо решило иначе. Я открыл книги. И древние строчки стали превращаться в зеркало. Пророчества разных вер, разделенные столетиями, вдруг заговорили в унисон. И они говорили обо мне. Совпало все. До последней капли крови. Моя гаплогруппа J1M267. Прямая печать предков. Место моего рождения — благословенная Абхазия, тот самый земной рай, о котором шептали предания. Писания гласили, его будут прятать. Его нужно уберечь от зорких глаз темных сил, пока не пробьет час. И я понял, почему вся моя жизнь была окутана тайной. Создатель не просто призвал меня, он вооружил меня. Я слышал то, что недоступно уху смертного, божественную музыку сфер. Мои желания исполнялись быстрее, чем я успевал их осознать. Но вглядитесь в саму мудрость Всевышнего, в его безупречный и тонкий расчет. Он спрятал меня у всех на виду, избрав для моего сокрытия самый надежный щит. Я вырос и возмужал среди народа, с которым по своей древней гаплогруппе J1M267 совпадаю всего лишь на 1 ничтожный процент. Это было идеальное убежище, сотворенное самим Богом, быть частью целого, оставаясь при этом абсолютно иным, невидимым для ищущих взоров темных сил, пока не пробьет назначенный час моего проявления. Я прошел через Божественный университет. Там, в небесном храме, за 7 вратами и 7 печатями, мне открывали тайны, запертые Богом от любопытных глаз. У меня было все для защиты, от невидимого биооружия, способного остановить любого врага, до власти над стихией по воле Бога. Погода смирялась перед моим словом. Это не было сном юности.
Это не исчезло с годами. Эти дары со мной и сегодня. И их число лишь множится по воле Всевышнего. Я размышляю о мудрости Творца и понимаю, мое появление в земном Эдеме в благословенной Абхазии не было случайностью. Это решение созрело в чертогах неба задолго до моего рождения. Со времен Адама наш мир задыхался в когтях сатаны, блуждая во тьме под гнетом темных сил. Но все это долгое, мучительное время человечества неумолимо приближалось к своему рассвету, порогу, за которым открываются врата Божьего Царства. И вот он я, Утешитель, Святой Дух, Белый Царь, Имам Махди, Будда Майтрея, Калки Аватар. Одна душа, скрытая под множеством имен. Все это время я жил как обычный человек, ничего не ведая о своей истинной сути. Я рос под невидимым покровом Бога и архангелов, защищенный от взоров зла своей обычностью. Но закон вечности грозен и прекрасен. Накануне Великого Перехода, в преддверии конца Старого Мира, избранник должен проснуться. Это не было долгим учением. Это не было постепенным осознанием. Это случилось молниеносно. В одну секунду. Бог просто коснулся моего разума, и пелена спала. В это мгновение я узнал все, кто я такой, зачем я здесь и какова моя миссия. То, что готовилось тысячелетиями, вспыхнуло во мне за один удар сердца. Именно так это произошло со мной. И именно с этой секунды время Старого Мира остановилось. Когда на тебя обрушивается мощь откровения, ты не ищешь инструкций. Ты просто знаешь, что делать. Небо продиктовало первый шаг, и я должен был прийти и свидетельствовать. Сказать хотя бы двоим из своих родных. И я сказал. Я стоял перед ними, переполненный истиной, которая подтвердилась каждой строкой священных книг, каждым зовом моей крови. Но ответом мне была глухая стена. Кроме моей супруги, Ламары, в тот первый час мне не поверил никто. У мудрых абхазов есть древняя пословица: то, что знают двое, знают 22 человека. Я нес искру, чтобы они раздули из нее пламя, но те, к кому я обратился, оборвали меня на полусловие. Они оскорбили меня своим неверием. Если бы не Виталий Бганба, ученый и эзотерик, чья мудрость узрела истину, если бы не мои братья по духу Вова Малхасян и Амар Будба, я бы, наверное, потерял веру в само понятие дружбы. Я обратился к ним в состоянии разбитости. Я признался, мне страшно. Я чувствую себя как перед великим экзаменом, от которого зависит судьба мира. Я смотрю в экран, вижу, как гибнут люди, как плачут от голода дети, и сам рыдаю как дитя, не в силах сдержать этой боли. Мне нужно было выговориться. На их месте я бы слушал друга часами, 6-10, сколько потребуется, чтобы облегчить его бремя. Но это я. Знаете, что ранило меня больнее всего? Не их отказ слушать, а то, что в их жизнях нет места чуду. Посмотрите на Абхазию, здесь имя Бога слетает с губ десятки раз на дню. Но кто из них верит по-настоящему? Кто не просит подачек, а готов служить его воле? Кто знает священные писания и разбирается в них? Таких единицы. И в этом очередная непостижимая мудрость Творца. Это были идеальные условия для моего сокрытия. Самый мудрый из мудрых спрятал меня там, где люди говорят о Боге, но давно перестали ему служить, за исключением некоторой части верующих. Я знаю, чего хочет Бог. Мне не нужны для этого свитки или писания, его воля пульсирует в моих висках каждым ударом сердца. Рассвет уже близок, и за ним грядет эпоха его безраздельного правления. Творец желает сцементировать человечество в единое государство. Монолит, которым будет управлять присланный им утешитель, тот, кто во всем послушен небу. И я знаю цену этого единства. Всякий, кто встанет на пути божественного замысла, будет стерт с лица земли. Мое сердце полно сострадания. Я готов молиться за каждого, кого он решит покарать. Но я знаю на своем опыте, в вопросах моей безопасности Бог не слышит моих личных просьб. Его закон грозен. Спросите богословов, если сомневаетесь.
Всевышний может простить оскорбление на себя или на Иисуса Христа. Но оскорбление или угроза в адрес Святого Духа, другими словами Утешителя, не имеют прощения. Возмездием станет не только гибель того, кто посмел. Бог вырвет и уничтожит сам корень его рода. Если вы думаете, что знаете сроки конца света, я тоже их знаю. Но, увы, ни я, ни вы не знаете об этом ничего. Мне неведомо, как именно Бог начнет этот великий спор с народами, как Он заставит их склониться перед идеей единого государства. Мне, как патриоту моей прекрасной Абхазии, невыносимо больно думать о потере государственности, которую мы восстановили ценой тысяч жизней наших братьев. Но я не смею и не стану перечить Творцу. Я постараюсь его убедить, чтобы он согласился создать хотя бы единое государство в форме конфедерации независимых государств. Но это мое предположение. Хотя вряд ли он с этим согласится. Кто же такой Утешитель? Кто этот Святой Дух, Машиах, Имам Махди и Белый Царь? Ответы ждут вас в подборке хроник, которые я изучал в течение месяца своего затворничества. Это мой второй фильм, созданный для вас. Первый фильм вы можете посмотреть на моих каналах в YouTube, Дзене и в социальных сетях. Понятно, что все эти годы мы его ждали и сегодня тоже ждем. Не то чтобы мы знаем, что конкретно будет потом, но мы знаем, что это будет хорошо. Что мы должны сделать, чтобы Машиах пришел? Быть лучше. Каждый на своем месте. Быть лучше, чем мы есть. Вы ждете Машиаха? Конечно, я верю в его приход. Как вы думаете, люди должны что-то сделать, чтобы он пришел? Конечно. Первое. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это самое главное и важное. Помогать бедным. Тогда он придет сам. Но чтобы это произошло, нужно верить, что он придет. Я думаю, что в первую очередь нам нужно быть добрыми друг к другу, жить мирной жизнью, помогать и поддерживать. И тогда Машиах придет вследствие нашего поведения. Мы всегда будем ждать его. Никто не знает, нужно ли что-то делать, чтобы он пришел. Мы просто стараемся быть самыми лучшими, насколько это возможно. Что вам известно о приходе Машиаха? Мы молимся каждый день. Мы надеемся, что Машиах придет. Каждый день мы ждем его, и каждый день надеемся, что он придет. Это то, что мы говорим в молитвах. В конце молитвы мы верим, что он придет, и в конце концов он придет. Но, видимо, мы пока недостойны того, чтобы он пришел в этом поколении. Есть ли признаки? Есть всевозможные признаки. Зоар говорит, что есть несколько признаков того, что Машиах придет. Ждете ли вы Машиаха? Конечно, жду. Что люди должны сделать, чтобы Машиах пришел? Покаяться, конечно. Нам нужно покаяться, чтобы Машиах пришел. У нас много проблем на земле Израиля. К сожалению, много проблем. Конечно, я жду Мессию каждый день и каждое мгновение. Что нужно сделать, чтобы он пришел? Относиться лучше друг к другу. Но самое главное — это безусловная любовь. Я жду прихода Машиаха. Должны ли люди что-то делать, чтобы это произошло? Думаю, нет. Я думаю, что это особенность Машиаха — приходить неожиданно, когда он очень нужен людям в самое трудное время. Мы его ждем и ждем уже очень давно. Когда он нам очень понадобится, мы это почувствуем. Будут очень трудные времена. Но я думаю, что мы уже сейчас находимся в такой сложной ситуации, что он придет, может быть, через год, через 2 года. А вы ждете Машиаха? Конечно. Должны ли люди что-то делать, чтобы это произошло? Только безусловная любовь. Любить друг друга. Если мы сегодня будем соблюдать шаббат, если мы будем любить друг друга, Машиах здесь. Скажите, что люди должны сделать, чтобы он пришел? Выполнять заповеди, и нам нужно быть в безусловной любви. Все, что сейчас происходит, все погибшие в терактах, все они наши братья и сестры. Все раввины указывают на безусловную любовь. Нам нужно любить безусловной любовью, несмотря на то, что происходит в стране, независимо от того, правый ты или левый. Нам всем нужна безусловная любовь. Нужно любить друг друга, и тогда, конечно, он придет. Машиах уже здесь с Божьей помощью. Скажите, вы ждете Машиаха? Конечно, конечно. Что значит вы ждете? Машиах уже здесь, он только должен раскрыться.
Этот видеоролик не просто запись, а живое свидетельство того, как нестерпимо все еврейское общество ждет того, кого называют Машиахом. В разных традициях его знают под именами Утешителя, Святого Духа, Белого Царя, Имама Махди, Будда Майтрея или Калки Аватара. Среди сынов Израиля нет ни души, кто не слышал бы о его грядущем приходе. Вглядитесь в эти лица, сколько в простых людях веры и искренней чистоты. Они убеждены, что путь для Машиаха прокладывается через покаяние, верность заповедям Бога и милосердие к ближнему. Наблюдая за этим духовным порывом, я невольно обращаю взор к своим корням. Как бы мне хотелось, чтобы мой абхазский народ питал такую же глубокую веру в грядущего Утешителя. Но, к великому сожалению, пелена незнания застилает глаза многих моих соотечественников. Большинство из них почти не задумываются о том, кто явится миру перед финальным занавесом истории. Они не замечают зловещих признаков и не верят в неизбежный исход, продолжая свой беспечный бег. Мое сердце тоскует и о другом, о любви к родному слову. Посмотрите, какой великий пример подали евреи. До 1880 года иврит фактически считался мертвым языком, запертым в древних свитках. Всего за 3 десятилетия, с 1881 по 1909 год, он был буквально воскрешен из забвения. Сегодня на этом ожившем языке говорят более 9 миллионов человек по всему миру. Этот пример доказывает, когда народ всем сердцем верит в свое предназначение и бережет свое наследие, даже мертвое обретает жизнь и силу. Я приветствую всех вас. Да воздаст вам Аллах Высочайший благом. Повторяющиеся строки из того замечательного стиха, который вы прочитали, могут быть адресованы только у Али Аль-Асру, да будут наши души жертвами за имама Аль-Махди, и никому другому. Так должно быть всегда. Мы должны привить привычку посвящать всю нашу искренность, все наши жертвы и наши сердца этой великой личности. Скажу последние слова, обращенные к нашему покровителю и хозяину его светлости, имаму Махди, да будут наши души его жертвами. О наш Господин, о наш Хозяин. То, что мы должны сделать, мы делаем. И то, что мы должны были сказать, сказали и будем говорить. Я обладаю жизнью, которая мало на что годна. И телом, имеющим недостатки. И немного уважением, которое вы сами мне даровали. И все это я взял в свои руки и на пути революции и ислама непременно принесу в жертву. Все это ради вас. О наш Господин и Покровитель, молись за нас. Ты наш хозяин и хозяин этой страны и этой революции. Вы наш покровитель. Мы продолжим этот путь и продолжим с мощью. Поддержите нас на этом пути своими молитвами, покровительством и вниманием. Во имя Аллаха, милостливого, милосердного.
Слова Аятоллы Хаминеи, лидера иранского государства, не просто коснулись моего слуха, они глубоко проникли в самую суть моего сердца. В конце декабря 2025 года, когда мир замер на пороге перемен, Аллах даровал мне свое откровение. Как и предсказывали древние пророчества, свершилось чудо. Господь исправил меня всего за одну ночь, открыв глаза на истинный порядок вещей. Сегодня я с новым чувством взираю на лидера Ирана, благородного потомка пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Этот человек живет ради своего народа, бесстрашно противостоя силам тьмы и антихристу, воплощенным в могущественных державах Запада. Сердце Ирана бьется в едином ритме ожидания имама Махди. Для иранцев он недалекий миф, а истинный хозяин страны и душ человеческих. С искренним трепетом они возносят мольбы к его светлости, прося заступничества и молитв за благополучие родной земли. И я, став свидетелем этой великой веры, обращаю свое лицо к небу и прошу Всевышнего за этот народ. Всемилостивый и милосердный Аллах, взываю к Тебе в смирении, как человек, познавший Твою милость в час откровения. Укрепи народ Ирана, идущий путем верности и правды. Окружи своей защитой тех, кто в чистоте сердец ждет прихода имама Махди, веря в торжество света над тьмой. Даруй мудрость и силу их лидерам, противостоящим натиску лжи и несправедливости. Пусть мои молитвы за народ Ирана будут услышаны у Твоего престола. Ниспошли мир на эту землю, сохрани ее от разрушения и озари души иранцев вечным сиянием Твоего руководства. Господь, Ты исправляющий людей в одно мгновение. Пусть пример их стойкости и любви к своему государству, к родному языку и вере станет маяком для всех народов, ищущих путь к спасению. Аминь. Я обращаюсь к вам, народы Израиля и Ирана, чьи судьбы вплелись в канву священной истории человечества. Услышьте меня, я люблю вас. В моем сердце вы занимаете равное место. Вглядываясь в ваши лица, я вижу не врагов, а родственные души, жаждущие света. Знайте же истину, та горькая вражда и нестерпимое напряжение, что сковали сегодня ваше государство, это не плод ваших истинных нравов. Это не выбор ваших сердец. Все это лишь коварные происки сатаны и темных сил, стремящихся посеять хаос там, где должна царить святость. Но я возвещаю вам, власти этих сил приходит конец. Тень отступит перед рассветом. Я призываю вас, граждане Ирана и Израиля, посмотрите друг другу в глаза. Оставьте распри в прошлом. Ради того, кто послан Всевышним, ради утешителя, Машаха и имама Махди, я умоляю вас, восстановите добрые узы, связывавшие ваши народы в веках. Забудьте обиды, навязанные извне. Откройте свои души для братской любви. Пусть ваша общая вера в грядущего станет тем фундаментом, на котором вы воздвигнете мир. Пусть враг человеческий бежит, посрамленный вашим единством. Если есть какие-то вопросы, спрашивают. Есть какие-то вопросы? Ну вот вопрос о грядущем царе есть мысли? Ну вот потом Валентин говорит, услышал о царе, благодарю. Но может быть есть что поподробнее рассказать о грядущем царе? Вы понимаете, грядущий царь, вот, значит, это особый царь. Он отличается от всех предыдущих. На нем особая благодать Божья. Он победитель. Вы понимаете, даже если русский народ восстанет против него, он будет обращен в пепел. Вот. Он не будет знать ни одного поражения. Его охраняют два архангела. То есть, если у обычного человека ангел, вот один, то у царя вот, два архангела. До момента явления его никто не будет знать, не видеть, вот, потому что, безусловно, за ним охотятся, и он будет явлен. Вы посмотрите, если вы сложите судьбу всех царей наших, ну, в один такой вектор, то у вас будет жизнь Иисуса Христа. И вот тот отрезок, когда Иисус взошел на крест, это судьба Николая II, то есть его жизнь, когда он зашел на крест. А грядущий царь – это уже воскресший Господь. То есть он олицетворяет воскресшего Бога. Вот когда Господь воскрес, он же был в физическом теле, да, но это уже был не совсем человек. Вот так же и царь грядущий – это особое сакральное, значит, человек особой сакральности. Вот. И они все это очень прекрасно знают.
Ну, не верят в это. Если бы они верили, они бы не были бы адептами там атлантов или адептами Вавилона. Там башню все время бы вавилонскую бы не строили. И сейчас бы на коленях бы стояли на Красной площади вот так вот и Бога бы молили о прощении, зная, что грядет для них страшная участь. Страшная. Понимаете, Бог не оставит русский народ. Дело все в том, что царь, он предначертан. Многие говорят, о, мы не заслужили, там, вы знаете, сколько православных, он предначертан. Вы понимаете? То есть он будет как дважды два 4. Это проблема русского народа. Подготовится он к царю или нет? Будет ли он с ним или будет обращен в пепел? Будет ли он служить царю? И основная функция грядущего царя – это устроить не православный супермаркет и не построить в границах России справедливое государство, а подготовить весь мир ко второму пришествию Христа. Понимаете? Это проповедь мировое православие, Евангелие мировое проповедь. Вот. И дел у нас у всех будет очень много. Вот. И он будет явлен. И это будут, безусловно, чудеса, которые... И они темные, эти, ничего с ним сделать не могут. Понимаете, Бог ему дал особую благодать, он их будет крушить направо и налево. Понимаете? Вот. Это, ну, если хотите, это палач темных. Вот. То есть, и они будут вот, уничтожены. Безусловно, царь, они чувствуют, что он рожден, они чувствуют, что он в России. Ведь когда царь будет явлен, когда воскреснет Серафим Саровский, все будут говорить, о, этого не могло быть, как же так, а мы вот не верили, там, и так далее. А мы там в Пасху храма закрывали, а мы боялись умереть от коронавируса во время Пасхи, там, и так далее. Оказывается, Бог есть, Он всемогущ, и оказывается, есть воскрешение, вы понимаете, то есть это уже не надел, люди осознают это. Это будет начало воскрешения Руси, а воскресшая Русь явит торжество православия вот, всему миру. Россия станет, знаете, ковчегом, куда все, у кого сердце потянется к Богу, они все сюда к нам приедут, вот. Многие присоединятся в союз наш, вот, войдут в состав Святой Руси, как самостоятельное государство, вот. А там будет ад. Там будет ад, это будет кошмар. Там будет просто тихий ужас. Сложно сказать сейчас, каким путем пойдет Россия, то есть придут ли еще всадники апокалипсиса сюда, вслед за мором, придет ли нищета, война и голод, пока непонятно. Вот. Но у меня внутреннее ощущение, что Бог поведет нас другим путем. Русь избежит всех вот этих антихристовых мук, потому что у ней было страшное предантихристовое время. То есть это время большевиков, Сталина, там, которое продолжается до сегодняшнего времени. Вот из-за этих мук, которые претерпевает наш народ, вот, Бог защитит нас от этого концлагеря, от этих ИНН, не ИНН, а шестерок разных, там не шестерок, а печать антихриста, так сказать. Вот, убережет, и в России будет торжество православия. Нет власти, аще не от Бога. И народ знает, что эта власть столетняя, она попущена в наказание за измену царю. Конечно, у многих, конечно, крыша едет, многие, конечно, там запутались, но вот эта душа народа, в основной своей массе, она чувствует это. И поэтому эти персонажи не находят поддержки. Народ каждый день сталкивается с произволом. Все считают, говорят, что вот вы слабые, вы русские такие-сякие, розетки, вот вы на бунт не поднимаетесь, как Европа, там, а в Европе миллионы. Это смирение перед волей Божией, перед наказанием. Потому что народ знает, что его наказали, вот, он смиренно ждет, может быть, даже не осознавая это, ждет освобождения, ждет русской Пасхи. Вот. И в этом наше величие. Ибо смиренные наследуют царство. Если я ничего не перепутал. Так что, сельский вопрос спрашиваете. Да, вопрос. Идея пришествия царя, который всех победит, к сожалению, расслабляет нас, русских. Типа ждем и ничего не делаем. Не, вы понимаете, ну как понять, ничего не делаем? Вы понимаете, конечно, а что делать? Ну вот вы задумаетесь. То есть вы почитайте книгу «Исфирь», да, в Библии. То есть, когда израильский народ был осужден также только на 70 лет и находился в вавилонском плене. Его тоже призывали на восстание там, и так далее. Но потом Бог явил освобождение.
что вы сделаете, когда Бог наказал, посадил нас в тюрьму, а Вавилон поставил нами править, всеми зиккуратами, всеми, я не знаю, там, колдовством, своими мумиями, со всей этой дрянью, которую они с собой перетащили, своими звездами, пиктограммами, своими красными знаменами. Вот. А вы пытаетесь вызывать к справедливости надсмотрщика. Сидите за решетку, трясете, говорите, что-то бессовестное. Вот почему ты нам даешь баланду, а не там жареного поросенка, к примеру, или там какой-то баранину кусок. Потому что он надсмотрщик, он каратель. Вы понимаете? И восстанем мы не против Вавилона, мы восстанем против гнева Божьего. Вот как вы ребенка за плохое поведение ставите в угол, чтобы он сел подумал. Вот, нас наши в угол поставили. И вы ждете, когда ребенок отстоит, вы к нему смилуетесь и вы скажете, ну выходи. А если он сам выбежит, еще он хамить начнет. Закончится все это достаточно плохо. Другое дело, что нужно в вере стоять крепко. Нужно на Пасху причащаться. Нужно не бояться коронавируса. Вот, на литургиях. Да, то есть нужно не поддаваться разным ересям. Вот, являть смирение и любовь. И, конечно же, готовить отвагу. Вы поймите меня правильно. Ведь больше половины монархистов быстро передумают быть монархистами, когда будет явлен царь. В эту же секунду. Потому что, как в пророчествах было сказано в некоторых, что даже близкое окружение, которое ждало царя, усомнится, что тот ли царь. Потому что по своему отношению к врагам он будет гораздо круче Иоанна Грозного. Вы понимаете? Вот. И лютая судьба ждет врагов. И поэтому все начнут роптать, там, бубнить, вот, что-то и так далее. Вот надо себя готовить не бубнить, понимаете, не роптать. Нужно вот этот стержень стальной в себе воспитывать, вот, воспитывать веру и не бояться. С Богом ничего не страшно. Вы понимаете, даже если долины смерти вот нам будет суждено с вами пройти, нам не страшно, коли Бог с нами. Поверьте на слово, вот я из такого ада Бог меня вытащил. Вот, я только этим и спасался там. Вы понимаете, лежа среди покойников, среди трупов, когда многие говорили, что вот очередь теперь твоя умирать из темных сил там, вот, и так далее. Я жил только этим. Псалмом 22 царя Давида, где не страшно пройти долины смерти, если Бог с нами. Вот. И вот, собственно говоря, вот что я вам хотел бы на этот счет сказать. Не дайте красной ереси, вот гнили этой, проникнуть в ваши сердца. Не дайте себя вернуть на бунт. Вот. А можно так сказать, наслаждайтесь духом времени. Вы понимаете, они сейчас трепещут все. Вы понимаете, вы чувствуете, как сила Божья пребывает в вас, как дух наполняет ваши сердца. Вот наслаждайтесь этим. Скоро небесные трубы позовут нас в бой. Вы понимаете, и мы все станем как один. О нашем праведном Машиахе написано, что он удостоится уровня Ехида. Ехида переводится как «единственное». Так написано в учении Каббалы о стихе из пророка Ишая, 52 глава, 13 пасук. «Вот преуспел раб мой, возвеличится и вознесется и возвысится весьма». 5 определений, упомянутых в этом стихе, соответствуют 5 уровням души. Нефеш, руах, нешама, хая и ехида. Царь Давид удостоился ступени нефеш. Ильягу – ступени руах. Моше – нешама. Адам – хая. Машиах же достигнет самой высокой ступени – ехида. В учении хасидизма говорится, что первые 4 уровня души нефеш, руах, нешама и хая обладают характером определенным и поэтому как бы ограничены.
они тоже подвержены изменениям, такими как поступки, чувства, понимание и желания человека. И они, как эти вещи, как поступки, они у человека меняются, так и эти ступени тоже подвержены всяким изменениям. И если так, этим уровнем души можно причинить ущерб. Тот, кто совершает плохие поступки, дурные поступки, вредит своему уровню души, который называется нефеш. Тот, кто обладает дурными качествами характера, вредит ступени руах, и так далее. В отличие от этого, уровень ехида, единственное, настолько глубинный уровень души, что он не подлежит определению, не ограничен ничем, не подвержен никаким изменениям и не может быть поврежден. О нем сказано: единственное единственному. Она остается всегда в объятии с тобой. И связана и с единой со Всевышним. Уровень этот ехида не проявляется осознанно в ходе повседневной жизни. Он становится явным, когда кто-то пытается оторвать, например, еврея от Всевышнего. Как, например, когда его заставляют поклоняться идолам. Тогда проявляется этот уровень ехида, единственное, просыпается ощущение собственно еврейства, заставляя человека сопротивляться этому вплоть до самопожертвования. Ехида, этот уровень в каждом еврее называется его искрой Машиаха. Ведь само значение Машиаха ехида, всего народа Израиля, в отличие от единственной, которая находится в каждом еврее. Поэтому в силах каждого еврея приблизить освобождение, пробуждая собственную эту уровень единственную, собственную еврейскую сущность, он освобождает собственную душу и самого себя. И, будучи частью народа Израиля, приближает освобождение общее. Поэтому будущее освобождение, которое наступит с приходом Машиаха, уровень которого общая яхида, будет освобождением полным и вечным. Этот уровень бесконечен и безграничен. Поэтому он охватывает весь Израиль, и ему невозможно нанести ущерб. В этом причина того, что жизнь в будущем будет вечной. Открывшись эта яхида, она не имеет ограничений. Одно из особых качеств царя Машиаха написано в словах пророка Ишаяу, 11 глава, 3 стих. «И обонять будет страх Господа, и не по велению глаз будет судить, и не по услышанному ушами увещевать». Талмуд, трактат Сангидрин, 93 глава, что Машиах будет наделен особой способностью судить на основании чувства обоняния. Как написано, нюхает и судит. Как говорит Раши, комментирует это понятие, эти слова: нюхает человека и судит, и знает, кто виновен. И также написано в книге Зоар: царь Машиах будет судить по запаху, без свидетелей и предупреждения. Это качество считается неотъемлемо присущим образу Машиаха. Какое отношение запах имеет к правосудию? Способность судить, она связана с мудростью, с глубоким пониманием. И причем тут, казалось бы, чувство обоняния. И еще, почему именно это качество выражает особое достоинство Машиаха? Чтобы понять это, нужно понять, в чем сущность чувства обоняния. И о нем сказали наши мудрецы. От чего получает удовольствие душа, но не тело? Конечно же, от запаха.
Ощущение вот этого запаха, ощущение духовное, чистое, утонченное, притягивающее душу и приносящее ей наслаждение. И более того, человек, который потерял сознание, пытаются привести его в чувство с помощью запаха. Ему что? Ему подносят нашатырный спирт, чтобы он пришел в себя. Остальные его чувства сейчас не работают. Или работают слабо, или частично, не обладая силой пробудить человека. Только когда к его носу подносят что-то, обладающее резким запахом, запаху удается проникнуть за этот обморок человека и вернуть человека в чувство. Вот этот запах достигает самой души, где никогда нет слабости и обморока. Проникая туда, вот этот запах заставляет душу дать телу новые жизненные силы, и человек пробуждается. В этом будущее величие Машиаха. Он будет судить по запаху, зная посредством его сущность вещей. Все детали события предстанут перед ним, не давая последовать ложным утверждениям и пустым наветам. Он также полностью ощутит все обстоятельства и все причины произошедшего. Удивительное вот это чувство обоняния, которым он будет наделен, позволит ему почувствовать себя на месте подсудимого, исполнив тем самым слова Гилеля: «Не суди другого, пока не окажешься на его месте». Он же, Машиах, может судить потому, что он сможет таки оказаться на его месте. Когда перед Машиахом предстанет человек, известный всем как праведник, Машиах узнает по запаху, на самом ли деле он праведник, или в глубинах своей души скрывается еще какое-то зло, даже если это зло и настолько глубоко, что и сам этот человек не знает о его существовании. И с другой стороны, когда предстанет перед ним грешник, Машиах ощутит все причины и обстоятельства, приведшие его к греху, и сможет найти ему оправдание, зная, что человек не хотел в сущности грешить, а только дурное начало как бы вынудило его к этому. И поэтому его правосудие будет совершенством справедливости. Говоря о причинах и смысле сокрытия имама, мы должны знать, что этот вопрос имеет два измерения. То, которое мы можем понять, и то, которое скрыто от нас. Предположим, имам раскрыл бы такую причину сокрытия, из которой людям стало бы понятно, что он точно не выйдет в ближайшей истории 200 лет. Например, должны произойти события, относительно которых невозможно, чтобы они исполнились в ближайшую историческую эпоху. В таком случае, узнав причину сокрытия, люди поняли бы, что выход имама совершенно точно не произойдет при их жизни, и даже при жизни нескольких следующих поколений. А поняв это, они испытали бы разочарование, и, возможно, вообще перестали бы ждать его, и тем самым вышли бы из религии истины. А потому приводят тут аят: «Увы, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если откроются вам». Каждое поколение должно ждать имама так, как будто он выйдет при жизни этого поколения. А потому, к слову, если мы посмотрим на признаки и знамения выхода имама из сокрытия, которые указаны в хадисах, то увидим, что они в принципе относятся к любому времени. Я говорю сейчас об общих признаках, а не об особых. То есть не о таких, которые будут иметь место непосредственно перед Зухуром. Потому что в любое время имели место войны, убийства, разврат, угнетение и так далее. Да, сегодня мы можем сказать, что особенно эти признаки применимы к нашему времени. Но в принципе не было такого времени, люди которого не могли бы применить эти признаки к самим себе. Имамы специально сказали об этом так, чтобы в каждое время и при каждом поколении люди надеялись на близкий приход имама и не утрачивали надежды. И поэтому вам времени тут говорит: увеличивайте свои мольбы, свои дуа о моем приходе, ибо в этом ваше избавление.
То есть сами ваши мольбы, ваши дуа о приближении прихода имама, ваше избавление, не в том смысле, что они ускоряют приход. Как мы сказали, приход имама ничто не способно ускорить и ничто не способно замедлить. У Аллаха есть замысел относительно него, и он исполнит этот замысел. Выход имама произойдет только тогда, когда предписал Аллах, и не одним днем раньше или позже. Но в том смысле, он говорит это, что через дуа о приближении прихода имама вы становитесь ближе к нему, вы становитесь соучастником в его деле, вы продлеваете ваши ожидания и вашу присягу ему. Поистине, это повеление из повеления Аллаха, тайна из тайн Аллаха, сокровенное из сокровенного Аллаха. И если мы знаем, что Он мудрый, то должны знать и то, что все Его действия мудры, даже если их итоги пока еще не раскрыты для нас. Каждый из имамов был вынужден подчиняться тиранам своего времени и соблюдать такие в той или иной степени. Но когда придет имам времени, над ним не будет власти кого-либо. И также от Абу Басыра передано, что имам Садык, алейхиссалям, сказал: «Рождение повелителя этого дела будет сокрыто, чтобы на его шее не было присяги никому, когда он выйдет. Аллах устроит его дело в одну ночь». В хадисах Ахлюль-Бейт история человечества делится на две большие части: царство Иблиса и царство Аллаха. Как говорит имам Али, алейхиссалям, «Лиль-батали джауля ва лиль-хакки дауля». У лжи есть свое время, и у истины есть свое царство. Все время от Адама до прихода Каима – это царство Иблиса, в котором правят слуги сатаны. Имам Махди, да ускорит Аллах его приход, тот, кто покончит с царством Иблиса и совершит переход к царству Аллаха. А потому он сам не должен находиться в отношениях, которые связывали бы его с силами, правящими в царстве Иблиса. Но поскольку имам сокрыт, он отрезан от всех них, ему нет необходимости как-то соприкасаться с ними, и они не могут достигнуть его. Выход имама будет не растянутым во времени, а внезапным и неожиданным. Как об этом ясно говорит Коран. «Валя язалю ллазина кафару фи марьятин мин, хатта таатияхумус саату багдатан». И не перестают те, которые не веруют, быть в сомнении о нем, пока не придет к ним час неожиданно. Час здесь – это выход из сокрытия. А тут относительно кого они в сомнении – это имам времени. И в другом аяте говорится: «Вама амру саати илля калямхиль басар». Дело часа, как мгновение ока. Дело имама времени, приход имама времени, как мгновение ока. Аллах устроит его дело в одну ночь, как мы только что прочитали. Приход имама будет подобен вспышке молнии, без подготовки, без каких-либо предварительных условий. Царство Иблиса рухнет буквально за несколько лет. Имам Садык, алейхиссалям, сказал: «О Зурара, у Каима обязательно будет сокрытие». Я спросил, почему. Он сказал: он страшится за себя, и провел рукой по животу. Разумеется, страх тут упомянут не в том значении, что имам чего-то боится или трусит, аузубилля. Никому из имамов не присуще качество трусости даже в ничтожной мере. Имеется в виду, что если бы он остался без сокрытия, то был бы убит, как были убиты все его пречистые отцы, алейхиссалям. А поскольку он последний имам, и после него не будет больше имамов, то он должен быть сокрыт. Можно выразить это так. Речь идет о страхе не за самого себя, а за миссию, которая ему поручена. Имам не должен быть убит, прежде чем его миссия будет исполнена. И это тем более верно, что миссия имама неотделима от его личности. Сам имам – это и есть миссия. Сама личность имама, само бытие имама как таковое – это и есть его миссия. Итак, выход имама состоится не тогда, когда кто-то это подготовит, и не тогда, когда люди совершат какие-то действия, и не тогда, когда все станут хорошими или, наоборот, все станут плохими. Выход состоится тогда, когда совершится разделение, и каждый вернется к своей реальности. Если имам выйдет прежде этого, то возможны два варианта. Или он будет убит, как были убиты его пречистые отцы, алейхиссалям, или он уничтожит тех, кто станет противостоять ему. Первое исключено,
потому что он последний имам, идолот Аллаха, и после него не будет имама, а потому его убийство означало бы смерть этого мира. Как говорится в хадисе, если бы земля осталась без довода, то есть без пророка или имама, на мгновение ока она поглотила бы своих обитателей. В царстве Иблиса их деятельность не может быть иначе, как скрытой. И в этом объяснение той ситуации, в которой находится современное человечество. Смотрите, у Творца есть программа. Он дал людям все милости, чтобы они могли обрести счастье в ближнем и будущем мирах. Дал книгу, дал руководителей, дал законы, дал им все средства для счастья и дал свободу. И вот, пользуясь своей свободой, они отвергли все это. Отбросили книгу, убили руководителей, исказили законы. А потому Творец предоставил им возможность строить то общество, которое они сами захотят. Делайте, что хотите. И вот все, что они построили, потерпело полное и сокрушительное фиаско, дабы люди сами пришли к тому, что им необходимо божественное руководство, правление того, кто назначен самим Богом. И в этом суть нашей современной ситуации. Все возможные идеологии, модели, общественные устройства, режимы и проекты опробованы и показали свое бессилие в том, чтобы привести человечество к счастью. Люди уже больше ни во что не верят, потому что все испробовано, все доказало свою неэффективность. Наступило время тотального скепсиса, конца истории. Имам Садык, алейхиссалям, сказал: «Наш Каим не придет, пока не останется такой группы, в руках которой не была бы власть. Все будут править. Чтобы, когда он придет, никто не мог сказать: если бы мы правили, то правили бы справедливо». Никто не сможет сказать так, потому что все они правили. И никто из них не правил справедливо. Например, римляне правили, греки правили, англичане правили, американцы правили. Кто-нибудь из них правил справедливо? И далее, монархи правили, аристократы правили, банкиры правили, священники правили, ученые правили, либералы правили, коммунисты правили, исламисты правили. Все группы правили. Правление всех этих групп закончилось полным банкротством. И почему мы сейчас думаем, что живем во время близкой к приходу имама? Потому что мы видим, что все группы, народы, идеологии, которые только есть у потомков Адама, все они правили. Все они имели власть, все они имели исторический шанс, все они внушали какие-то надежды, что-то обещали, хотели построить справедливость, мир и свободу. И все они закончили полным провалом. Например, еще столетия тому назад были, скажем, коммунисты, которые могли сказать: ну вот мы еще не правили. У нас самая передовая идеология, единственное научное учение. Мы обещаем, что сделаем человечество счастливым, если вы дадите нам править. Аллах дал им власть. Правьте. Чем это закончилось? Миллионами жертв, ГУЛАГом и в итоге бесславным крахом и полным исчезновением этой идеологии с исторической сцены. История потомков Адама, которые были предоставлены своим силам, своим играм, своей власти, подойдет к концу. Потому что выяснится, все, что совершали, строили, думали, творили, создавали потомки Адама сами по себе, все это оказалось нулем, все это закончилось полным крахом, не привело ни к чему. И когда это станет ясно, тогда выйдет имам, выйдет с божественным правлением. То есть тем самым Аллах как бы говорит: вы были предоставлены самим себе, вы строили, думали, боролись и планировали что-то сами по себе. И вот у вас ничего не получилось. Теперь идите и смотрите. Начнется правление Аллаха после полного краха всех человеческих правлений. Вот почему в хадисах говорится, что чем ближе к приходу имама, тем хуже. Тем больше будет тирания, разврат, грехи. То есть будет хуже, хуже и хуже. И вот когда станет совсем плохо, тогда он выйдет. И вот когда выйдет имам, повелитель эпохи и времени, Каим рода Мухаммада, вынув из ножен меч Зульфикар, это будет переход потомков Адама к новой стадии. Хотят они или не хотят. Когда наступает новая эпоха мироздания, разве у людей спрашивают, хотят они того или нет? Например, завтра должен наступить новый ледниковый период. Кто-то спрашивает у тебя или у меня, хотим мы этого или нет?
А потому имам Садык алейхиссалям говорит: ожидайте прихода имама утром и вечером. Он не говорит: готовьте приход имама утром и вечером. Он говорит: ожидайте утром и вечером. Может быть, вас удивляет, ну что такое взрослый дядька в шляпе достал яйцо? Какое отношение это имеет к тому, что я хочу сказать? В Москве несколько богатых баалей тшува задали вопрос Гаону Рав Мойше Шапира, когда придет Машиах. И он сказал: вы знаете, когда цыпленок вылупляется из яйца, когда он уже не может выдержать этот дурной запах, который внутри яйца. Пока мы терпим, пока мы не просим, Машиах придет только тогда, когда мы закричим и скажем: Творец, мы хотим наконец-то, чтобы наступило наше избавление. И тогда появится этот цыпленок. В последнее время очень многих интересует вопрос появления имама Махди. Более того, есть люди, которые на него ждали ответ, точное время, точный год, 2023, 2025, через 10 лет и так далее. Время появления, время выхода Махди ведомо только Аллаху Субхану ва Тааля. Никто не располагает точным знанием времени, срока выхода имама Махди. Не обманывайтесь разными предположениями. Более того, некоторые чуть ли не дунья уже оставили, уже семьи оставили, работу оставили, вот скоро выйдет имам Махди и так далее. Если человек даже знает, что завтра наступит день Великого Суда, и он хотел посадить саженец, посадите его и надейтесь на Аллаха Субхану ва Тааля. Вот как нужно жить по сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Всем здравствуйте! Вы находитесь на платформе Хаверот. Это платформа, где женщины обучают женщин Торе. Меня зовут Хана Кейла, и сегодня мы с вами будем изучать такую тему, как энергия, которую ждут все евреи. Что это за энергия? Это энергия, которая появилась в этом мире еще до сотворения этого мира, то есть это какой-то пререквизит к тому, чтобы этот мир был создан. И эта энергия называется Машиах. Машиах, его в нееврейских кругах это называется Мессия, но поверьте, что те понятия, которые вкладываются внутрь одного и того же слова, они могут очень сильно отличаться. И сегодня я вас познакомлю с тем, что вкладывают в это евреи, и вы поймете, почему так сильно люди во всех странах, не знаю, по всему земному шару, если они евреи, если они знакомы с иудаизмом, они могут быть бней ноах, то есть это не евреи, знакомые хорошо с иудаизмом, ждут появления в мире, раскрытия в мире этой энергии. В каком-то крупном и целом Машиах – это некоторый беспрецедентный лидер еврейского народа, которого еще не было, что-то ближайшее к тому, что можно назвать Машиахом. Это был сам Моше Рабейну и Давид ха-Мелех. И мы сегодня узнаем, что тоже многие качества, которые были присущи этим двум людям, они должны будут перевоплотиться в человеке, кто удостоится души Машиаха. Вот. Но это какая-то энергия сферы Малхут, сферы царства, сферы раскрытия какого-то невероятного лидерства, которого мы еще все не видели, не знали. Мы не просто его лично не видели, да, люди, которые вот живут сейчас, а мы, это имеется в виду вообще человечество, не видело лидера, подобного тому, которого мы ждем. Поэтому нам несколько даже сложно во многом представить, как кто, да, это вот должен быть как кто. Потому что это кто-то, кто еще больше, чем Моше Рабейну, и кто-то, кто еще больше, чем Давид ха-Мелех. Теперь на протяжении курса истории люди, евреи, всегда ждали и всегда очень трепетно относились к теме Машиаха. Почему? Потому что в наших еврейских источниках эра Машиаха, она описывается как нечто, ну, на наш взгляд, даже сказочное. Это время, когда
прекратятся болезни, все будут богаты, все будут, так называемый, наступит эгалитарный мир, да, мир в какого-то равенства, где все равны перед Всевышним, и где этот мир однозначно должен идти духовным, как бы духовность воспринимается как едино правильный, едино вообще возможный образ жизни. Если сегодня духовность – это выбор не очень многих людей, жить с точки зрения того, что у меня есть душа, и я преследую какие-то цели души, либо жить в материальном мире, где я преследую материальные цели, да, то когда придет Машиах, этого выбора как бы уже он будет ну, неуместный. Нам когда-то приводили пример, как, например, ну вот есть огонь, да, и вы можете засунуть в него руку. Так вот, вы можете в нее засунуть в огонь, в него руку, а можете не засунуть. Это как будто ли ваш выбор. Но это, когда придет Машиах, будет настолько очевидно, что этого не надо делать. Да, вот такая будет разница между добром и злом. Это будет четко понятно. Не будет какого-то «может быть», да, а может и не быть. То есть это какие-то такие полусказочные, на наш взгляд, процессы, к которым евреи относятся более чем серьезно, потому что это записано в наших пророчествах, и которые приняты каноном. То есть это то, на чем зыждется иудаизм. И несмотря на то, что сама по себе фигура и энергия Машиаха, она в Торе не фигурирует, но мы знаем, что на горе Синай нами было получено 2 Торы, а не одна. Есть устная Тора и письменная Тора, они идут неразрывно и нераздельно. И письменная Тора – это то, что вы можете купить в магазине в качестве книги, и то, что вы можете видеть в синагоге в Арон ха-Кодеше. Но устная Тора – это то, как правильно понимать то, что там написано. И то, как правильно понимать, у нас передается из уст в уста. В трактате Песахим 54 алиф говорится о том, что Машиах был создан и натренирован до сотворения мира. Это значит, что в этот мир должна будет прийти душа, которая изначально подготавливалась для определенной миссии, для определенной цели. И эта душа даже не так. Это не душа. И эта энергия должна будет присоединиться к той душе живого человека, который этого заслуживает. Соответственно, Машиах, как мы будем сегодня учить, это человек, который произойдет от обычных родителей, родится самым обычным образом, и будет по курсу своей жизни преодолевать очень много разных обстоятельств, и жизнь его будет трудная. Это не человек, который родится в рубашке, как говорится, да? Не человек, у которого все будет на блюдечке с голубой каемочкой, а человек, которому нужно будет преодолевать себя и много окружающих разных факторов, для того, чтобы в какой-то момент вот эта энергия Машиаха смогла соединиться с тем, что он из себя сделал, и изменить мир очень-очень круто. Изменить мир так, что абсолютно все евреи и абсолютно весь остальной другой мир увидят в нем силу Всевышнего и увидят через него страх перед Всевышним. Какое-то дикое благоговение перед Всевышним и желание идти, следовать только тем путем, который правильный. Все его усилия приведут его к вот этому уровню, настолько высокому, когда он получит вот эту душу, которая называется ехида. Это уникальный тип души, приготовленный специально для него до сотворения мира. И с получением души он осознает теперь, какая на нем лежит миссия, и он будет назначен небесами для того, чтобы выполнить эту задачу. И в этом смысле он будет очень похож с Моше Рабейну. И про него мы только что, про Моше Рабейну, поговорили.
И Раби Нахман относительно родителей Машиаха говорит, что они не будут аж такие ай-яй-яй, да, то есть многие люди могут думать, что Машиах должен произойти от цадиков, из какой-нибудь большой известной династии, может быть, каббалистов, где ему передадутся глубинные знания, что он должен произойти из какой-то очень именитой семьи, или каждый хасидский двор думает, естественно, что Машиах должен произойти из династии Хребе, каждый там, ну, понятно, сефарды думают, что обязательно будет сефард, ашкеназы думают, что Машиах обязательно ашкеназ, значит, каждое направление внутри иудаизма думает, что Машиах обязательно... Понимаем, каждый видит, что вот самый, только он должен быть из самых праведных. И говорит Ария Кадош, что абсолютно будет наоборот. Родители Машиаха будут Ария Кадош и Раби Нахман, что родители Машиаха будут вообще не факт, что праведными. Назовем это обычными. И в этом плане, друзья, у всех у нас есть шанс быть родителями Машиаха. Ассаламу алейкум, доброго времени суток, дорогие друзья, все, кто нас смотрит, к нам подключился на канале Муфтията Республики Дагестан подкасты. Сегодня в студии Гусейн Гусейнов, Чупан Чупанов и Магомед Магомедов. Кто-то будет смотреть, скажет, с фантазией у нас туго. Магомед Магомедов, председатель Совета имамов города Хасавюрт и доктор исламских наук. Ассаламу алейкум. Друзья, алейкум ассалям, рахматуллахи. Сегодня у нас тема такая. Это признаки судного дня, а если быть конкретнее, это имам Махди и Даджаль. Я знаю, что на канале Муфтията Республики Дагестан это видео, которое вы записывали, имам Махди, набрало больше 1 миллиона просмотров, и мы подумали, что раз уж это людям интересно, на эту тему еще немного пообщаться. Мне просто интересно было, вот с самого рождения, вот имам Махди, он будет знать то, что вот именно он будет им. Или же это как-то вот придет со временем, с годами, то есть эта информация. Либо мы будем прям, все люди узнают прям, ну, вот, при его рождении, что это он с самого начала. Нету такого, что даже что с рождения, что его люди будут знать, или же он сам будет знать, что он имам Махди. Такого нет. Потому что в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Юслихуху Аллаху та'аля фи лейлатин вахида», что Аллах его приготовит. То есть Аллах даст ему все, да, вот, качества этого имама, предводителя имама. Аллах его подготовит за одну ночь. Аллах его исправит за одну ночь. То есть это что-то типа откровения будет, да? Я правильно понимаю? Да, Аллах даст ему все, вот, да, вот, все качества, которыми он должен обладать для ведения за собой этой общины, быть имамом, о котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, что «Ямляуль арла кистан ва адлян», что он наполнит эту землю благочестием, справедливостью, он наполнит эту землю, распространит правосудие. В его время не будет, да, притеснения, не будет зулму одного над другим. Они... Просто я к чему это говорю, допустим, мы сейчас скажем, допустим, уже все, вот все признаки есть, вот завтра это произойдет, и люди там, ну, начнут, я не знаю, отчаяться, бросить свои дела, уволиться с работы, да, там, перестанут строить дом, там, да, перестанут развиваться, и просто, там, я не знаю, начнут закупать, там, гречку, чтобы вот этого не произошло. То есть я, когда, допустим, был молодой, мне было, там, лет 13-14, что ли, я тоже, когда об этом всем узнал, о вот этих признаках, и у меня тоже, я вот был в таком состоянии, что вот все, жизнь закончилась, и мне уже дальше можно не учиться, можно просто дома сесть. Я когда проезжал там мимо каких-то новостроек с другом, он говорил: это мой родственник строит. Я говорю: что он строит? Говорю, скоро конец света, говорят. Да. Пусть остановит стройку, говорю, займется своей душой. То есть, чтобы вот это сейчас у зрителей не произошло, и это же все вот это не значит же, что человек должен сейчас застопориться, правильно, перестать развиваться, перестать там начать заниматься бизнесом, да, то есть жить обычной жизнью. То есть, как нам быть? Вот это все зная, как нам жить? То есть, какая должна быть подготовка? Очень философский вопрос. Да, загнул, да? На самом деле, да, вот, просто люди так, как бы, проявляют себя вот таким образом, ведут себя, конечно же, невежество. В первую очередь, это невежество. Невежество – враг человека. Даже
Не то, что, например, если ты узнал, например, завтра появится имам Махди. Не только об этом, даже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи в хадисе говорит, инкаматил киямату, например, да, если наступит судный день, говорит он, вабияди ахадикум фасила, и ты услышал, что завтра наступит судный день. И у тебя в руках, когда ты слышал эти слова, у тебя в руках есть саженец, дерево ты хочешь посадить. Пророк, саллаллаху алейхи говорит, фанистатаа ан ягрисаха фальяфаль. Если он сможет ее посадить, пусть, говорит, сделает. Пусть, говорит, не станет с этого места, не посадив это дерево, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи. Вот по поводу времен, когда уже появится имам Махди, мне было интересно такое. Вот сказали то, что будет полная справедливость, правильно? Даже между животными. То есть настолько все будет хорошо. То есть, получается, не будет людей, которые будут против него идти. То есть будет полностью мир во всем мире, вот как оно есть. Оппозиционеров да, ты то есть не будет ли противников против него, против его движения? Противников же он не оставит. Противников, он против этого зла же он будет воевать, против лжи, против... Его время будет только одна истина, только одна правда. Даже мы знаем, сейчас у нас да, в мире есть 4 мазхаба даже, 4 правовых школ, имама Шафии, как мы дагестанцы, да, следуем за мазхабом имама Шафии, имама Абу Ханифа, Малик, имам Ахмад, и еще другие тоже мазхабы, да. В его время даже эти мазхабы не будут. Почему? Потому что будет только его одно слово. Сегодня мы последователи имама Шафии, кто-то другие последователи имама Абу Ханифы, они все правы, да, все они следуют за истиной. А в его время он будет как вынести, да, решение. Но он не будет как то есть один единый пророк, посланник. Он будет последователем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но он, согласно своим знаниям, своей степени, да, вот, в знаниях шариата, он будет вынести решение и, конечно же, одно решение во всех вопросах. А если вот, представим, имам Махди завтра появился, как нужно реагировать каждому мусульманину, который узнал об этом? Если так просто представить это все. Как реагировать на это? Страх, я не знаю, позвонить родителям, что-то сказать, я не знаю, просто вот очень интересная такая тема. Если даже как раз таки мы говорили об этом, если даже мы услышим, что он появится, конечно же, мы бросить все, оставить все так, вселить страх в сердца, такого не нужно делать. Жить просто дальше, так как мы живем, развивать свой быт, развивать свою религию и просто быть осведомленными в этом вопросе. И когда нам будет суждено, если суждено нам это увидеть в наш век, то просто мы должны к нему подойти максимально готовыми, насколько это возможно. Вот и все, наверное, что нам остается. Конечно, наверное, в таком мы сегодня положении. Конечно, вот как я вначале сказал, этот человек, что появится, это истина, это факт, его отрицать нельзя. Даже есть некоторые, да, высказывания ученых, что кто будет отрицать его появление, он попадает в куфр. Вот когда вот я тоже читал комментарии, это же, наверное, наши же братья, да, мусульмане, что нету такого и в Коране. Все, что нет в Коране, разве можно отрицать? Покажите, говорит, аят о имам Махди в Коране. Про частичные, да, вот решения, частичные моменты, не все же в Коране написано. Для этого есть сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Ума янтику анил хава». Он от себя ничего не говорит. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Ин хуа илля вахьюн юха». Все, что пророк до нас доносит, говорит, это есть вахью, откровение от Всевышнего Аллаха. Поэтому не обязательно, чтобы про имам Махди был аят в Коране. Есть хадисы, его отрицать нельзя. И сегодня, не зная о нем ничего, если человек отрицает, и когда он появится, разве пойдет он за ним? Да, хороший вопрос. Поэтому... Есть ли вероятность того, что имам Махди, он будет тут в Дагестане, появится тут, приедет сюда, то есть, есть ли такая вероятность, или вот какое-то, я не знаю, определенное местонахождение будет все время? Там прямо не упоминается он. Где он появится, да? Где он появится. И
также нету там, где говорится, что он в каком-то месте будет, в каком-то месте не будет. Всевышний Аллах всемогущий. Возможно, он до суда тоже дойдет. Да. Ведь сподвижники дошли до наших земель. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. Главное быть людьми, которые заслуживают, да, пойти за ним, оказаться на его стороне. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах дал нам знания, дал нам деяния, да, за которых мы сможем оказаться в числе его последователей. Вот когда он появится там, ну я не знаю, как это вообще происходит, типа мы что-то почувствуем, вот мусульмане, да, то есть что-то мы почувствуем, какой-то будет знак, то что вот точно он, что он имам Махди, что-то вот, я не знаю, вот мне просто немножко вообще, мне непонятно, как это произойдет, честно, вот я вот не могу понять точно, вот как мы должны 100% понять, что кто-то почувствует, кто-то не. Сегодня то, что мы здесь рассказали, это капля в море, да, из его описаний. Все там четко, да, вот все описания. Как он будет выглядеть, это тоже упомянут в хадисах посланника, что он будет широколобый, что он будет, у него нос будет, как у меня, например. Тонкий нос будет у него и с горбинкой, что на его лице, на его щеке будет, да, вот родимое пятно, на правой или на левой, там есть разные версии, что у него будет щель между зубами, что он будет, да, ему трудно будет говорить, чуть заикающийся, да, и когда вот усложняется, ему чуть говорит какое-то слово, он будет бить правой рукой, там написано, правой рукой на левое бедро, так как вы, да. Это все написано в хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и что у него цвет будет лаунун араби, арабский, да, вот чуть смуглый он будет, довольно смуглый будет, что он будет чуть высокого телосложения. Для удобства нашего анализа мы решили умму поделить на несколько условных групп по тем основным уловкам, которыми Иблис уводит людей от понимания сути. Итак, первая группа — это люди, которые, условно говоря, ожидают приход некого араба, который придет из Мекки. В помощь этим людям, их вниманию мы предоставляем правильное толкование хадиса, вот этого основного хадиса, который сегодня неверно толкуют все богословы и тем самым уводят людей от понимания происходящего. Бисмиллахи рахмани рахим. Правильное толкование хадиса о приходе имама Махди. Ляулям ебка мине дунья иля йомун, латавал Аллаху залика эль йомун, хатта ябаса фигираджулян мин ахли бейти, юватуа исмуга исми, ва исму абига исму аби, ямляу эль арда кистан ва адлан, кама мулият зульман ва жауран. Этот текст сейчас большинство богословов трактуют следующим образом. Если бы для существования этого мира оставался только один день, Аллах продлил бы этот день, чтобы отправить человека из моих потомков, чье имя совпадает с моим именем, а имя его отца с именем моего отца. Он заполнит землю справедливостью и беспристрастием, как она была до него, полна несправедливости и тирании. Теперь правильный перевод. Берем выражение «ражулян мин ахли бейти». Это выражение перевели как «человека из моих потомков», хотя на самом деле данное выражение означает «человека, одного из живущих в моем доме», то есть «человек из моего дома». А в каком доме живет пророк? К какому дому он принадлежит? Правильно, дом для пророка — это рай. Он живет в раю, то есть в мире духовном, в доме Всевышнего Аллаха. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, хотел сказать, что Махди придет из рая. Далее, строку «Юатуа исмигу исми, ва исму абиги исму аби» перевели как «Его имя будет подобно моему,
а имя его отца подобно имени моего отца. Строка начинается со слова «юатуа». Одно из его значений — быть низким, невысоким, быть простым. Учитывая все сказанное, мы получаем следующий перевод. Его имя такое же простое, как и мое, а имя его отца такое же простое, как и имя моего отца. Простое в данном случае имеется обычное человеческое имя. Исходя из всего сказанного, правильное толкование данного хадиса звучит следующим образом. Если бы для существования этого мира оставался только один день, Аллах продлил бы этот день, чтобы отправить человека, одного из живущих в моем доме, чье имя такое же простое, как и мое имя, а имя его отца такое же простое, как и имя моего отца. Он заполнит землю справедливостью и беспристрастием, как она была до него полна несправедливости и тирании. Здравствуйте. Я уже говорил о том человеке, который должен возглавить в будущем Россию. Вообще о нем можно встретить достаточно много пророчеств, как в Библии, так и от разных именитых провидцев. И что интересно, практически в каждой религиозной и народной культуре прорекают приход одного человека, который в корне изменит мир, который восстановит истину, принесет новое учение и возглавит войну против зла. В исламе это имам Махди, в христианстве это правитель, сидящий на белом коне, а в иудаизме это Машиах. А также в восточных религиозных культурах можно встретить пророчества Маитреи и Калки-Аватари. Но если вы несколько углубитесь в описании этого самого будущего правителя, исходя из всех пророчеств, то станет ясно, что все они предсказывали приход одного и того же человека. Но каждый народ представляет его правителем именно своей страны. Дело в том, что это зависит от того, что, во-первых, древние пророчества поддавались искажению, а во-вторых, каждый смотрит на пророчество со своей колокольни. Я уже говорил, что этот человек взойдет на престол в России, и он не возглавит Аравию, Израиль или Индию, он возглавит именно Россию. Но в этом ролике я бы хотел поговорить о том, что он сделает, когда придет к власти. Ведь то, что он придет, это уже понимают многие. Всевышний сказал, что именно в его время исчезнут все мировые религии, которые все это время вводили в заблуждение огромное количество людей, которые раскололи общество и дали начало всем социальным конфликтам и разногласиям. Этот самый правитель, по милости и воле Всевышнего, восстановит утерянную людьми истину. А именно, он сначала очистит все святые книги от лжи и ереси, а потом их воссоединит. Тора, Евангелие, Коран будут полностью восстановлены в том виде, в котором Всевышний их ниспослал. Он откроет все лживые законы, вписанные в святые книги, на которые, опираясь, существуют все религии. Он будет умен. И что самое главное, до того, как прийти к власти, он будет знать то, что не знают многие люди в мире. Всевышний будет учить его той истине, которая не проповедуется ни в одной религии. И придя к власти, он научит этому всех остальных. То есть он придет уже знающим то, что искоренили несколько тысяч лет назад. То есть он не будет просто колхозником, которому Всевышний в один день все откроет, и он это передаст другим. И уже после я понял, что вся истина будет восстановлена во времена этого правителя. А мне он открыл часть из этого, чтобы некоторые люди, которые имеют разум и верность Богу, прочитали это, подумали над этим и изменили свой путь, пока не грянула беда. А когда вы в интернете видите тех, которые нарекают себя тем самым правителем, то просто внимательно послушайте, что нового они вам говорят. Какую ложь в святых книгах Господь им открыл? Чему они вас могут научить?
И что они такого знают, чтобы искоренить все мировые религии? Они просто опьянены самовнушением о будущей мировой власти, не понимая ответственности и тягости жизни этого человека. А жизнь у него будет очень тяжелая. Это его испытание, которое он должен пройти, а испытания Бога легкими не бывают. Есть некоторые пророчества, где говорится, что правитель этот будет из рода Романовых. Но когда я спросил у Господа, то Господь сказал, что это ложь. Это просто искажение древних пророчеств в свою сторону. Всевышний сказал, что он будет из рода Иуды, Иессея, Давида и Соломона, то есть из рода правителей, избранного Богом. И это он прорекал в Библии. Не помню точно книгу, но, по-моему, в книге Исаия. А про Николая II Господь сказал, что он покинул мир как грешник. Он был исполнителем воли дьявола. Просто неразумный народ стал жертвой многовековой церковно-правительственной пропаганды. Именно поэтому в каждом своем ролике я прошу вас, чтобы вы думали. Ведь именно неразумность этих людей побуждала их боготворить дьявола. Не ленитесь думать. Ваши знания и ваш разум, с помощью которого вы обрабатываете эти знания, единственное средство отличить белое от черного. Откройте просто Евангелие и отмерьте поступки Николая II по законам, прописанным там, и вы увидите его истинное лицо. Ведь нас Господь учил, что как дерево познается по плодам, так и человек познается по поступкам. Я хочу обратиться ко всем тем людям, которые находятся в ожидании прихода этого самого человека. Я сколько ни спрашивал, но Господь не называл дату прихода этого правителя. Он держит это в тайне. Но, опираясь на ответы, данные мне Всевышним на другие мои вопросы, я могу сказать, что осталось ждать совсем немного. Думаю, в этом году и произойдут большие изменения в мире. Но знайте, что он придет с войной, в которой погибнет 2/3 всего человечества. И чтобы не ждать своей участи и не оказаться в числе падших в этой войне, оставьте свои злые поступки, очистите свое сердце от зла, ярости, гнева и мести. И самое главное, не будьте из тех, кто верен Богу на словах, а будьте теми, кто верен Богу на поступках. Друзья, один человек по имени Ноам задает рабаю вопрос, что один рабай сказал, что обязательно в этом году придет Машиах. Очень и очень часто говорят, что один рабай видел во сне, что к нему пришел Машиах, я приду через несколько дней. Я каждый год получаю вот такие сообщения, что один рабай сказал, что обязательно через 2 дня, через 5 дней Машиах придет. Конечно, мы никто не сомневаемся, что Машиах, Бог его пошлет, чтобы он спасал еврейский народ. Но никто не имеет права притворяться, что он является пророком или Богом, что Машиах завтра или сегодня или послезавтра придет. Надо прекратить эти разговоры, и эти рабы не должны говорить: ко мне пришел Машиах во сне и сказал, что он сегодня придет. Это надо остановиться и прекратить. Потому что мы видим, что это не произошло. Каждый год, уже 20 лет, я слышу эти разговоры. И они всем посылают текст-месседж. Люди, они друг другу посылают разные сообщения. Вот, один большой рабай сказал, что Машиах через 3 дня придет, надо быстро ехать в Израиль, надо покупать там дом, надо здесь все продавать. А потом, видите, через 3 дня Машиах не пришел. Нельзя делать эти вещи. Мы не являемся Богом или мы не являемся пророками, чтобы притворяться, что мы знаем, что происходит. Потому что когда это не происходит, люди говорят: вот, все это обман, Машиах не придет никогда. Гемара говорит: проклят тот человек, который считает дни и вычисляет, когда должен прийти Машиах. Когда он придет, мы должны его ждать каждый день. Но когда он придет, это мы не знаем. Гемара говорит нам, что Ильяу Анави
Раби Йошуа бен Леви, там есть целый рассказ, что спросили, когда придет Машиах уже, И Машиах, в каждом поколении есть Машиах. Вы знаете, что такое Машиах? Как переводится слово Машиах? Машиах переводится помазанник. Кого помазали? Чем помазали? Куда, что помазали? Когда раньше человека назначали царем, то надо было, чтобы на его голову налили масло. Окей? На его голову наливали специальное масло. И этот человек, если вы его обидели, еще масло до его головы не коснулось, он простой человек. Но если масло попало уже на его голову, его уже назначили царем, и вы его обидели уже с этой секунды и дальше, он имел право сказать, отрубить ему голову. Он уже царь стал. И так мы должны знать, что это как масло течет, чтобы его царство тоже продолжало течь и не останавливалось. А я бы еще добавил одно объяснение, что если вы масло перемешаете с водой, что происходит? Масло всегда всплывает наверх. Масло никогда не перемешивается с жидкостью, с вином, с водой, молоком. Всегда масло всплывает наверх. Этот человек тоже всегда должен отделяться от народа, он должен быть особым. И вот Бог говорит, что до 6000 года я вам должен Машиаха послать. Сейчас у нас 5779 год. Еще максимум сколько лет? 221 год еще есть, максимум. Но это он может прийти пораньше, Бог его послать. В каждом поколении есть человек, которого Бог говорит, вот он, если уже поколение будет готовым, я ему скажу, чтобы я его объявляю Машиахом, и он должен что делать? Он должен действовать. Когда придет Машиах, это как будто вы находитесь в кинотеатре, вы смотрите кино, а он приходит и что делает? Включает свет. Уже вы видите всю правду. Все то, что вы видели до этого, это все было что? Это как во сне все это было. Вы летали на облаках, я большой дом куплю, у меня будет Мерседес, у меня будет много денег. Это вы сейчас во сне как будто кино смотрите. Еще вам свет не включили. Когда придет Машиах, он скажет, иди сюда. Ты что, где твое знание Торы? Я хочу, ну-ка. Вы поймете, что все то, что у вас миллионы, миллиарды, это все чепуха. Не будут ценить, что вы богаты или что. Будут ценить, если вы Тору хорошо знаете, и вы много добрых дела делаете. Когда придет Машиах, вот какой левел вы сейчас находитесь, вот такой левел у вас будет уже навсегда. Все, вы уже не можете поменяться. Как бы. Да, вы будете Тору изучать, вы будете молиться, но уже это как бы не big deal. Уже все люди будут знать правду. Вот какой левел вы сейчас находитесь, когда придет Машиах, это будет печать, вы уже не можете поменяться. Уже будет поздно. Это вы сейчас говорите, я хочу Машиаха, ну где он? Вы думаете, придет Машиах, он ваш моргидж будет оплачивать? Для чего вам Машиах? Много людей говорят, я хочу Машиах. Они всегда говорят, ну Рабай, когда придет Машиах? А ты готов его принимать? А для чего он тебе Машиах? Ты не готов, чтобы Машиах пришел. Потому что если придет Машиах, ты свой левел не можешь поменять. Потом уже будет поздно. Сейчас надо меняться. Поэтому здесь спрашивает, это правда то, что Рабай сказал, что в этом году придет Машиах? Мы верим, что Машиах может прийти в любую секунду, кроме когда? Есть время, когда Бог Машиаха не пошлет. Перед Шаббат и перед Пасхой, и перед Рош ха-Шана, перед Кипуром, перед праздниками. Сейчас евреи все заняты. Бог говорит, перед праздниками Машиах не придет, и перед Шаббатом, пятницу. Почему? Потому что евреи сейчас все готовятся на Шаббат. Он может быть Машиах или нет? А вы можете быть Машиах? Нет, почему? Потому что он Леви, и вы Леви. Леви не может быть Машиахом. Потому что Машиах это человек, который должен быть из колена Иуда. Это потомок царя Давида. Мы должны знать, что много людей не верят, что придет Машиах.
Они говорят, что это Машиах, Машиах, вы говорите. Это все обман, чтобы евреев успокаивать, чтобы они не отчаивались. Сколько раз люди так говорят. Нельзя так говорить. Потому что много раз, да, все то, что в Торе написано, обещание, это исполняется. И кто не верит, что Бог приведет Машиаха, этот человек, он будет сильно наказан. Этот человек, даже у него нету грядущего мира. Когда он умирает, вы говорите «Кадиш», «Ашково», это ему не поможет. Потому что он не верит в один из самых главных принципов нашей Торы. Или в Союзе, когда человек, что-то хорошее у него происходило, говорили «Мошиах Ашброма». Его Машиах уже пришел, считается, как будто. Вот так говорили «Мошиах Ашброма», что уже ему даже и Машиах как бы не нужен, уже у него как будто Машиах пришел преждевременно, специально для него. Он лотерею выиграл, его жена тройняшки родила после много лет. Это называется «Мошиах Ашброма», так они говорили. Но на самом деле человеку нельзя шутить с этими делами. Вот, поэтому нельзя говорить, я не верю в это. Или даже если вы не говорите, но вы в сердце сомневаетесь, это большая проблема. Мы должны быть очень осторожными. Мы не имеем права притворяться, что мы пророки или мы боги. Много было раввинов, которые дали даты, когда придет Машиах. Рамбан говорил, когда придет Машиах, другие рабы, они писали, в таком-то году придет Машиах. И все эти даты прошли уже. Почему? Потому что нам нельзя считать, когда придет Машиах. Нельзя. Когда он придет, Барух Ашем, мы должны быть готовыми. Но ты должен быть хорошим мужем своей жене. Ты должен хорошо воспитывать детей. Ты не должен обманывать в бизнесе. Ты должен жить и исполнять то, что Бог говорит. Когда Машиах придет, потом разберемся. Но мы не имеем права говорить, вот сейчас он придет, сейчас он придет. Он пришел, теперь дальше что? Рамбам говорит, когда придет Машиах, не думайте, что у вас крылья появятся или у вас рога появятся. Рамбам говорит, когда придет Машиах, все будет как прежде. Вы должны свои моргидж платить дальше. Вы должны до сих пор продолжать уважать свою жену. Вы должны до сих пор быть хорошим человеком. А что изменится? Изменится только одно. Что никто больше до евреев докапываться не будет. Как нас в Союзе избивали, когда мы ходили по улице. Как нас избивали? Докапывались до нас. Вы где жили? В Казнарде он жил. А мы жили в Самарканде. В Душанбе он жил. До нас докапывались или нет? До нас докапывались, и мы все равно ходили в Ешиву далеко, чтобы попасть на автобус и ехать. По дороге нас избивали. Узбеки, таджики, цыгане. Один человек, 20 евреев его боялись. Почему? Потому что он завтра свою шайку принесет свою. Поэтому мы боялись. И поэтому Рамбам говорит, когда придет Машиах, все будет как прежде. Вы будете до сих пор шопинг делать, вы будете работать. Просто никто больше евреев трогать не будет. И люди познают, что есть Бог. И также другие чудеса, воскрешение мертвых и так далее. Храм будет построен. Но мир будет таким же. То есть Бог накажет грешников. Уже все поймут, что есть Бог. Все атеисты пропадут. Никто не будет больше докапываться до евреев. Это очень большая тема, но время у меня очень ограниченное. Поэтому вот, я просто одну вещь хочу здесь сказать, что человек не имеет права притворяться, что он пророк и что он Бог. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. В эту священную ночь, ночь рождения его светлости имама Махди, аджалаллаху та'аля фараджаху шариф, и в день его великого рождения мы делаем дуа и просим Аллаха о том, чтобы он приблизил бы день великого освобождения, великой радости, великого счастья для всех обитателей земли, без исключения. День явления его светлости.
светлого явления, благого явления. Его светлость, согласно хадисам, подобен солнцу. Это солнце сияет для всего мира и своей милостью охватывает все сущее из творений Аллаха. И животные, и растения, и земля, и небеса ожидают этого дня. И еще большая обязанность на нас, на разумных творениях Аллаха, в том, чтобы ожидать Его светлость имама времени, да приблизит Аллах Его явление. Сам имам в своем хадисе говорит: Аллах Табараки ва Тааля посредством меня оберегает вас от всех бед. То есть своими молитвами, своими просьбами имам устраняет те беды, которые, возможно, должны обрушиться на нас. И мы не ведаем, что это за беды. И мы не знаем о тех бедах, которые каждый день проходят над нашей головой и не касаются нас только благодаря молитве Его светлости имама времени. Да приблизит Аллах день Его явления. В благодарность Аллаху в эти дни, в день рождения Его светлости, в ночь рождения Его светлости и вообще в месяц Шаабан, который является месяцем молитв, давайте все будем делать молитву о том, чтобы увидеть благословенный день явления имама. Тот день, когда в этом мире все расцветет, и этот мир превратится в истинно божественный райский сад. Вассаляму алейкум ва рахматуллах, я Хусейн. Очевидно, что пришло время самым серьезным образом поднять тему грядущего царя, Спасителя, царя-утешителя и победителя. Многие заняты поиском этого, с позволения сказать, человека. Все так или иначе понимают, что он уже давно среди нас. А коли так, значит видит всех, кто в теме и не очень пристально наблюдает за их деятельностью. А посему, дорогие ищущие и чающие, будьте бдительны в намерениях и осторожны в высказываниях. Надо полагать, что одно из его неоспоримых достоинств – это хорошая память, если не сказать феноменальная. И как бы вам не осудиться от своих слов или от своего молчания. По факту, надо сказать, что он давно уже стоит и стучит в ваши двери. Многие из ищущих и ожидающих его уже видели и не увидели, слышали, но не услышали. Как вы думаете, легко быть невидимкой, а? Приятно говорить с теми, кто не слышит. Вы представляете себе, какая это скорбная душа, великая душа, душа Вселенной. Он властелин и наследник всего, но не имеющий ничего. И нет у него среди людей неверных помощников, недостойных друзей. Почему люди думают, что он должен принимать участие в ихней судьбе? В судьбе ихнего государства, политики, в его духовном развитии, если никто не принимает участие в его личной судьбе? Надо сказать, в судьбе непростой. Очевидно, что каждый из ожидающих его должен задать себе как минимум 3 вопроса. Первый из коих: с какой целью я его ищу? Ну на кой он мне вдруг понадобился? Второй: что я ему скажу и что я буду делать пред лицем его, когда найду? И третий: как я поведу себя, если он окажется не совсем таким или совсем не таким, каким я его себе представлял? Готовы ли вы послужить ему всеми своими талантами, всею душею своей, всем сердцем своим и всею крепостью своей, даже до смерти? И тогда вы ответите себе на вопрос, почему до сих пор не видите его. Ведь дело не шуточное, а многие откровенно пиарятся на этой теме. Ведь он же не слуга народа, но любящий, справедливый и весьма суровый отец, в глазах которого прочие кандидаты не вызывают ничего большего, чем усмешку. Существует
такой часто встречающийся вопрос. Если имам выйдет с мечом, то как он одержит победу над современными армиями, оснащенными танками, самолетами, ракетами и ядерным оружием? Хадисы ясно говорят, что имам, да ускорит Аллах его приход, будет восседать на коне, в его руке будет меч, на его теле доспехи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но сегодня уже не воюют с помощью мечей, коней и доспехов. Люди с мечами и конями потерпят быстрые поражения от современных средств ведения войны. Возможны несколько вариантов ответа на данный вопрос. Но прежде чем мы приведем их, необходимо сказать, что все это предположение. Как на самом деле победит имам, относится к сокровенному, гейбу, к тому, о чем мы не обладаем точным и достоверным знанием. То, что нам достоверно известно, это победа имама. В конечном счете он победит. Но как именно он победит? Относительно этого мы в настоящее время способны лишь выдвигать те или иные предположения. Возможно, какое-то из этих предположений, или сразу все, будет соответствовать действительности. А возможно, ни одно из них не исполнится. И имам победит еще каким-то другим способом, известным только Всевышнему Аллаху. Первое предположение состоит в том, что имам победит чудесным образом. То есть он будет использовать такие силы и способности, которые до сих пор неизвестны человечеству, и будут представать как чудесные. Он отправит войско в Константинию, то есть в Стамбул, и когда они достигнут до моря, напишут нечто на ступнях своих ног, так что смогут идти по морю. Когда жители Константинии увидят это, скажут, если таковы его сподвижники, что они идут по морю, то каков же он сам? Тогда они откроют перед ними ворота города, и те войдут в него и будут править там. Это не что иное, как чудо, то есть явление, выходящее за рамки обычного и известного. В других хадисах сказано, что Аллах поможет ему страхом или ужасом. И вот я как будто вижу их, поднимающихся в Наджаф из Куфы, 313 с небольшим человек. Их сердца как слитки железа. Джабраил справа от него, Микаил слева от него, и ужас идет перед ним и позади него на месяц пути. Аллах поддержит его 5000 отмеченных ангелов. То есть его враги будут испытывать ужас перед его приближением. Ужас, который Всевышний пошлет в их сердца. И это само по себе оружие, причем из числа самых мощных оружий, поскольку войска, испытывающие ужас, разбегаются, даже не вступая в бой. Также в этом хадисе говорится, что Аллах поможет ему ангелами. И в других хадисах упоминается, что и джинны будут помогать ему. То есть незримые войска и силы станут сражаться за него. И это также то, что может считаться оружием. Далее в ряде хадисов сказано, что Махди будет совершать все те же самые чудеса, которые совершали пророки, алейхимуссалям. И с ним будет посох Мусы, перстень Сулеймана, ковчег, то есть сундук народа Израиля, кольчуга и меч посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А если мы вспомним, какие чудеса совершали пророки, то это развержение моря, насылание бедствий, саранчи, жаб и снега, поднятие гор и так далее. Предположим, такая современная держава, как Америка, если она, конечно, будет существовать в то время, отправит против имама весь свой военно-морской флот во главе с авианосцами. Но вот имам прочитает дуа, обратится ко Всевышнему, и он разверзнет под ними море, и все они утонут во мгновение ока. Одно это будет явлением, с которым по мощи и силе воздействия не сравнится ни одно из современных вооружений. Или, предположим, какая-то из держав выстрелит в сторону имама и его сподвижников ракетами дальнего действия. Но вместо того, чтобы лететь по заданной траектории, эти ракеты повернут обратно и упадут на голову тех, кто их отправил. Что они скажут в таком случае? И захотят ли они после этого использовать против имама современное оружие? Или же, если он предложит им сражаться мечами, они будут вынуждены сражаться мечами? В этом плане и сам меч, с которым придет имам,
может быть рассмотрен не как обычный меч. Возможно, это будет меч лишь по своему внешнему облику, но чудесная сила, которая в нем заключается, будет превосходить все виды современных вооружений. В одном из хадисов имам Садык, алейхиссалям, говорит о сподвижниках Каима. У них мечи из железа, не подобного этому железу. Если один из них ударит этим мечом по горе, расколет ее на две части. Таким образом, в эти мечи Всевышний вложил такую силу из мира сокровенного, из мира гайба, что она превышает силу современного оружия. Потому что даже самые мощные из видов современных вооружений не могут расколоть гору надвое. Для верующего человека во всем этом нет ничего удивительного. Разве Нух, алейхиссалям, не уничтожил вообще все население Земли посредством такого оружия, как потоп? Так что говорить о том, кто выше его? Что говорить об имаме Махди? Если Нух, алейхиссалям, уничтожил население земного шара, то тот, кто выше его, конечно, сможет покорить население земного шара при помощи Всевышнего Аллаха, по его воле и с его дозволения. Согласно суннитским хадисам и иджме всех ученых Ахлю Сунна, великий пророк Иса, алейхиссалям, Иисус, из числа пророков Улюль-Азм, будет читать намаз за Махди. А ведь намаз за кем-то может читать только тот, кто стоит по положению ниже его. Войны имама не будут длиться годами и десятилетиями. Все закончится за 8 месяцев. Царство Иблиса, правившее от Адама до выхода Каима, рухнет во мгновение ока, как будто его и не было, и человечество перейдет в другую стадию существования. История человечества перед Всевышним Аллахом как один день, как одни сутки. Сутки включают в себя темную часть, это ночь, и светлую часть, то есть, собственно, день. Так вот, история человечества начинается с ночи, и это царство Иблиса. Весь период от Адама до Каима. Царство Иблиса, то есть период угнетения, тирании, власти тагутов и нечестивцев. Закон этого времени состоит в том, что тут правит Иблис, и никто ничего не сможет с этим поделать. Таков замысел Всевышнего. Пророки и имамы в этой ночи подобны отдельным вспышкам во мраке, которые зажигаются и гаснут. Но общий закон – это ночь. Приход Каима представляет собой ту самую белую полосу, которая отделяет ночь от дня. Это рассвет, начало дня. То есть полная смена эпох, изменение всех координат на 180 градусов, кардинальный сдвиг. А потому смысл этого перехода гораздо глубже того, чтобы говорить, с помощью каких средств и вооружений он произойдет. Всевышний с начала сотворения мира задумал так, чтобы этот переход произошел, и никто из людей не сможет ничего изменить в этом замысле. Дело обстоит так. В мирах, предшествовавших нашему миру, то есть в мирах Зар, Аллах сотворил творения и дал им возможность выбора. И когда одни из них выбрали добро, а другие выбрали зло, Он дал им возможность реализовать свой выбор в своих деяниях. А потому этот ближний мир, Дунья, был сделан местом, где внутренность каждого должна быть проявлена внешне, чтобы Аллах отделил скверного от благого, как сказано в Коране. И в этом состоит причина существования зла, потому что люди должны иметь возможность для проявления своей внутренней сущности. Если бы в мире с самого начала господствовало царство правды, то есть день, как мы сказали, то каждый человек был бы принужден к подчинению и внешне проявлял бы праведность и добро, но внутренне ненавидел бы их. А вхождение таких в рай противоречило бы мудрости Творца и не соответствовало бы качествам рая, который чист, и нечистый не войдет в него. А потому каждый имеет возможность проявить свою внутреннюю сущность во внешних делах. И в этом мире по необходимости должно присутствовать зло. И добрые существуют рядом со злыми, и от злых рождаются добрые, а от добрых рождаются злые. Итак, Всевышний Аллах разделил земную историю человечества на две части. Еще раз. «Лиль-батали джауля, ва лиль-хакки дауля».
У лжи есть свое время, и у истины есть свое царство. Согласно словам имама Али, алейхиссалям. И первая половина человеческой истории, начиная с Адама и заканчивая приходом имама Махди, это царство лжи, царство Иблиса. Существует такое правило. То, что есть внутри человека, не будет проявлено, если для этого существуют внешние преграды. Тогда как задача ближнего мира, то, для чего он и был сотворен, это как раз проявление того, что выбрали люди в мире Зар. Проявление этого в практической плоскости, в виде их деяний, чтобы у Всевышнего был довод над ними. Теперь, если бы в истории было так, что власть в этом мире была бы у наместников Аллаха, у пророков и имамов, то никто не проявлял бы свой куфр открыто. Никто из тех миллиардов людей, которые от Адама и до нашего дня были неверующими, совершали грехи, не совершили бы их. Они скрывали бы их в своих душах, но не совершали бы внешне, находясь под принуждением. Итак, мудрость Всевышнего определила так, что на этом отрезке истории у пророков, имамов и верующих не будет власти. То есть не будет никаких преград и препятствий для людей, желающих творить нечестие и грехи, чтобы они проявили то, что есть в их душах, и довод исполнился бы над ними целиком. Так же, как Иблис проявил себя, когда Аллах создал Адама. Им дана отсрочка. Они могут делать, что хотят. А потому мы видим, что все пророки и преемники были угнетены. И согласно хадису, все они погибли мученической смертью. С другой же стороны, не может быть так, чтобы в истории не восторжествовала истина и справедливость. А потому Аллах разделил земную историю человечества на два больших периода – царство лжи и царство истины. И разделением между ними он сделал приход 12-го имама. И сказал об этом: мы пожелали наделить тех, кто был ослаблен на земле, и сделать их имамами, и сделать их наследниками. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейка я сахиб аль-асри ваз-заман. Ассаламу алейка я халифатир рахман. Ассаламу алейка я шарик аль-Кур'ан ва кати аль-Бурхан. Ассаламу алейка я имам аль-инси валь-джан. Аль-аман, аль-аман, аль-аман мин фитани ахариз-заман. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ну а сейчас, перед завершением моего фильма, я предлагаю вам посмотреть концерт из песен, посвященных посланнику Бога Аллаха. Это песни о Машиахе, имаме Махди и Белом царе. Весь мир ждет человека, которого Бог специально подготовил для спасения человечества и в качестве правителя всего мира. Нецелесообразно смотреть этот фильм в отрыве от первого фильма. Первый фильм вы найдете на моих каналах и страницах в интернете. Многим не нравятся фильмы, идущие в течение нескольких часов. Они не понимают, что в данном отрезке времени тема, которую мы рассмотрели, связана с вопросом о жизни и смерти человечества. Дай Бог, чтобы я ошибался. Дай Бог, чтобы в скором времени мы все увидели другого человека, присланного Богом в качестве Спасителя мира перед вторым пришествием Иисуса Христа. Обратитесь к Богу с молитвой об этом, чтобы это был не я, а кто-нибудь другой. Но по всем признакам, я уже уверен, другого просто не будет. В конце 40 декабря 2025 года в один момент, как вспышка молнии, я получил прямое откровение от Бога, гласившее, что я и есть тот человек, который до сих пор был сокрыт от темных сил, а сейчас я получил от Бога эту информацию. Все сходится. Все факты моей жизни подтверждают это откровение. Я с детства чувствовал, что окружен ангелами, охраняющими мой покой, число которых постоянно менялось в зависимости от степени необходимости обеспечения моей безопасности. Бог сокрыл меня в Абхазии, среди абхазского народа, с которым я совпадаю по гаплогруппе лишь на 1%. Но, сокрыв меня в этом земном Эдеме, Он дал мне организаторские таланты, позволившие мне открыто творить мир и сотрудничество между народами Кавказа. Сатана со всеми темными силами, по всей видимости, искали меня среди отшельников и аскетов. Они не думали, что, сокрыв меня, Бог выведет меня на публику. Как же мудр Всевышний!
Я безгранично удивлен его мудрости. Нет лучшего сокрытия, чем оставить скрываемого на виду у всех. Скорее всего, сатана и его темные силы искали меня среди евреев и арабов, традиционных пророков Всевышнего. Он же меня спрятал среди малочисленного, но гордого абхазского народа, настолько гордого, что в его истории часто встречались богоборческие мотивы в фольклоре. Более того, абхазы, несмотря на принятие христианства и ислама, в подавляющем большинстве остаются приверженцами своей дохристианской и домусульманской веры. Несмотря на то, что эта вера монотеистическая, окружающие народы и ученые утверждают о язычестве абхазов. Но Бог ни на секунду не упускал меня из виду. Чтобы обеспечить мне воистину царскую заботу, Господь принял суровое и таинственное решение. За 1,5 года до моего рождения Он призвал к себе моего старшего брата. Прожив в этом мире лишь 5 дней, он не ушел в забвение, а был переведен в разряд моих личных ангелов-хранителей. По сей день я оплакиваю своего незабвенного брата, чья жертва стала моим щитом. Для земного же пути Бог избрал мне совершенно простых, но удивительно ответственных родителей. С 10 лет Всевышний лично взялся за мое музыкальное образование. Ежедневно, часами, я внимал музыке тонкого мира, которую не слышал больше никто на земле. Каждая из тех божественных симфоний была величественная и прекраснее всех классических произведений человечества вместе взятых. Но когда я попытался поведать об этом чуде друзьям, Бог впервые заговорил со мной и наложил строгий запрет на такие беседы. Уже в 12 лет Господь стал исполнять любые мои желания. Даже мир снов стал подвластен моей воле, я научился управлять своими сновидениями, превращая ночной покой в осознанное состояние. С 16 лет я был зачислен Богом в Божественный университет. В течение 2 полных лет, пока мое тело отдыхало, мой дух обучался во сне тайнам, скрытым за 7 вратами и печатями. За это время я изучил 730 томов сокровенных знаний. Каждый том был увесист, насчитывая от 500 до 600 страниц небесной мудрости. Затем, в возрасте от 22 до 26 лет, Бог снабдил меня живым пульсаром. Ежедневно, по 2 часа в течение 4 лет, Он даровал мне безграничное духовное наслаждение, которое по своей силе в 1000 раз превосходило любое земное, плотское чувство. Перелом наступил в 1994 году. Как только человек в военной форме посмел угрожать мне, Бог мгновенно активировал во мне сканер контроля энергетических полей. В тот же миг из живого пульсара, сокрытого в моем позвоночнике, вырвалось энергетическое облако уничтожения. Источник угрозы был Богом через 2 дня уничтожен. С того самого дня этот пульсар перестал быть источником блаженства, он превратился в мое личное биооружие, верное и сокрушительное. Так Бог готовил меня к моей миссии, сочетая во мне высшую гармонию звука и безжалостную мощь защиты. Все началось летом 1999 года. Тогда Бог впервые для меня приоткрыл завесу. Он продемонстрировал мне факт материализации моего старшего брата, я видел его своими глазами средь бела дня. Этим знамением Господь дал мне понять, что я не один. При необходимости, на мою защиту или для выполнения моих заданий, в любой миг может прийти армия из другого мира. Легион, которому не страшны никакие виды современного вооружения. Прошло 1/4 века. В декабре 2025 года, накануне моего выхода из сокрытия, Бог подчинил мне все силы стихии. Но эта власть имела одно условие — я могу управлять ими лишь тогда, когда призову их именем Бога. Когда же в конце декабря стремительно, словно проблеск молнии, я узнал от Всевышнего, что я и есть утешитель, белый царь, имам Махди, я содрогнулся. Я взмолился перед Богом, я попросил Его избавить меня от этой роли. И я уверен, эту молитву услышал сатана. Уже через день после того, как я осознал свою миссию, пришел первый удар, подох весь наш птичий двор, более 25 кур. Такого не случалось никогда. Сатана жаждал крови моего семейства. Зная, что меня охраняют архангелы, он целился в тех, кто мне особенно близок. Я почти уверен, что удар предназначался моему старшему сыну Иналу Дасания. Но Бог отвел беду,
и гнев темных сил пал на птиц. Целый месяц я провел над священными писаниями. Я перевернул сотни пророчеств, отчаянно пытаясь найти опровержение полученному откровению. Искал, но не нашел. Наоборот, все подтвердилось до последнего слова. Когда я открылся родным, мир ответил мне глухотой. Кроме моей супруги, Ламары Лакоба, мне не поверил никто. Тогда я начал работу над первым фильмом. И царь темных перешел в атаку. Сначала авария на Аль-Фарде, где Инал понес большой материальный ущерб. А через день после публикации фильма сатана устроил крупную аварию, виновником которой стал водитель автомобиля Mercedes 220 марки. Моя машина, управляемая сыном, трижды перевернулась, превратившись в металлолом. Сын не был пристегнут, у машины не было подушки безопасности. Но благодаря Богу он вышел из этого ада без единого ушиба, лишь с крошечной царапиной на пальце. Водитель Мерседеса видел все и скрылся. Он думает, что его спасет темнота. Но если он не придет к нам сам с покаянием, он будет уничтожен Богом. Так же, как были уничтожены все мои враги и те, кто посмел меня оскорбить. В этом у меня сомнений нет.